Итак, хош келдиңиз аяулуу караучулар, хүрметтүү караучулар. Бүгүн биз баягылай хамис күнүлөр этеген жаңы берилиштерин этебиз. Бирисин барыңызга да баракалла билдиребиз бүгүн келгениңизге, бизге тыңдаганыңызга. Бүгүн биздин форматыбызды билмегенлерге аңлатайык. Биздин булай форматыбыз бар. 1 саат биз лакыр этебиз биздин конагыбыз менен. Ondan soň 1 saatten soň yarım saatin içinde sizge ihtiyar berejekbiz soraularyňyzy bermege. Biziň lakyrybız orusça ýa-da gumukça bola. Biziň konagybız ihtiyar bar saýlamaga ne tille bizge jogap bermege. Biz ogar ramkalany bermeýiz. Özü saýlagan kuýdygy söýleýin. Menne de soraularyny orusça da berermen, gumukça da berermen, siz bilesiz. Özüňizde sizde bolasız gumukça ýa-da orusça soraulар berip. Busa başlaýak, iň başlap gitçi biografiýany iň başlap men aýtaman, ondan soň orusça aýtaman. Ondan soň soraularyňyz başlanajak. Allah buyursa. Итак, дорогие наши гости, наши зрители, расскажу коротко о нашем сегодняшнем герое. Джамал Ажигриевич Ажиглей родился в 1972 году. В 1991 году он окончил художественное училище имени Джамала по специальности художник-оформитель, а также он учился в Институте физкультуры Лесговта в Санкт-Петербурге на кафедре восточных единоборств. Занимался вольной борьбой, дзюдо и карате. С 1986 года занимается профессионально ушу, а с 1991 по 1999 был членом сборной России по ушу. Является учеником Эрика Агая, а также наверняка вам более известного человека Абдулкадыра Атаева, основателя клуба Юнчун Тарки. Также работал тренером в Махачкале и в Нижневартовске. В настоящее время тренер высшей категории по ушу, спортивное таолу, я не знаю, ударение правильно я ставлю или нет, вы потом поправьте. Танцы Цюань и Багуа. Я вот могу ошибаться. Если говорить о спортивных достижениях, наш гость двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по спортивному ушу, семикратный чемпион Европы по традиционному ушу, 10-кратный чемпион России, мастер спорта международного класса, победитель Кубка Европы, лауреат национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс» в номинации «Лучший спортсмен». Кстати говоря, по этой номинации у нас 4, кажется, даже Кумыка имеет награды. И Джамал Агай имеет еще и актерский опыт, снимался в таких российских картинах, как «Монах», «Удар лотоса» во всех 4 частях и «Путь». Увлекается арабской каллиграфией и стрельбой из лука. Я, наверное, тут коротко обозначил какие-то вехи, да, жизненные. Но инбашляп биргичилик сорау берейин, сиз жавап беребиз. Жамал агай, сиздин жахил заманыңызда бир интересли заманыңыз, ушу жахил заманыңыз интересли бизге. Сиз кайда өскенсиз, кайда туугансыз, яда лапта эртеги замандагы эски ауылдагы алыгыз бармы? Булай ранние воспоминания, орусча айткандай, эсигизде бармы? Шулай аны билмеге себебиз. Ассаламу алейкум, аялму кардашлар. Мен тууганман, өскенмин Махачкалада. Мынада барганман, баштаганман онда тренировкалар мени, как раз вольная борьба, соң карате, дзюдо, соң карате. Я болгонна карате как раз о заман келген, когда под запретом, коймайды шулай, как каратенин как раз тренировкалар бар иде, шу Каклай мешитте. O zaman şu meşt yok idi onda. То есть я болган эди, şu советский zamanında. Onda как раз onda карате бар иди. Соң onda я болган и мен барганман ушуга. И менин биринчи тренерим Абдулкадыр Атаев. И до сих пор как бы учитель. Улуу анам, улуу атасын о Таргодан, атада Таргодан шулай болган.
Ну, и практически Оршайтайм, все знания, которые я получил, это как раз вот именно в Махачкале. И когда вот говорят там, что там Шаолинь ездил, на самом деле все не так. Я все знания, практически все знания, которые у меня есть, я получил именно от Абдул-Кадыра Атаева. Потом были такие тоже тяжелые времена у Абдулла, когда он был, работал в Госплане, потом в торгово-промышленной палате и не мог вести занятия, и я поэтому как бы перешел, он меня направил к Эрику Агаю. Ну, вот так вот, вкратце вот так. Esingizde var mı? Esingizde var mı? Lapta gitçi zamanınızda, gitçi zamanla bir воспоминания var mı? Eski alımlar var mı? Şu sport planı болған mı воспоминанияларыңыз? Я да былай какие-то, может быть, воспоминания есть из детства, старки связанные или что-то еще такое, вот раннее что-то? Есть, конечно. Если так вот посмотреть, то вообще занимался спортом независимо от того, тренер был или нет. Просто даже я помню, как-то вот я выходил, вот у меня были вот такие чугунные гантели, выходил на обычную нашу площадку, жил я на Энгельсе, бабушка, дедушка, как я сказал, они в Старках жили. И вот тот период, пока здесь учился, ну, с сентября по июнь месяц, выходил просто на площадку, поднимал гантели. Отец меня уже тогда приучил фиксировать все эти знания. То есть мои количество подходов. То есть я к этому подходил не просто так там, Пропал звук, кажется, у вас. Отвалился звук. Меня слышно? Вас не слышу я сейчас. Слышно было, наверное, да? А вы меня слышите? Кто-то звонил. А на каком моменте я остановился? Это звонил. Сейчас я слышу Вы меня вас. Слышите? Слышите, да? А я вас что-то не слышу. Да, Я попробую. Слышу, Азамат, я вас слышу. У меня отвалилось. Ещё измени. Алло. Сейчас я перезайду. Секунду. Я здесь, я вернулся, я все слышу. Все. На каком моменте я остановился? Прервался. Звонили просто, поэтому параллельно. Я с телефона зашел. Ну, наверное, из-за этого меня выбило. Ничего страшного. Я думаю, что мы можем, в принципе, и дальше продолжить, да? Вот siz professional darajada спортқа неге машгул болдуңуз? Почему решили заниматься на профессиональном уровне? Не знаю. Я, честно говоря, как профессионал практически, наверное, не работал. А работал как любитель. От слова любить, наверное. Потому что профессионал все-таки получает какие-то денежные вознаграждения за тренировки. У меня такого не было, вот как сейчас многие хотят сразу. Такого не было, мне просто это безумно нравилось. И я говорю, занимался практически все время. Там люди, вот я выходил и до того, как я занимался ушу, просто выходил на улицу, бегал вокруг школы, люди даже останавливались, сколько ты можешь бегать там, смотри, не загнись там. А мне просто это безумно нравилось. У бабушки в Тарках занимался постоянно. И знаете, в памяти у меня отложилась такая ситуация, когда тетя моя, она мне говорит, что ты вот, Джамал, вот здесь бегаешь, круги наворачиваешь. Иди, говорит, за водой сбегай там. А я и так за водой ходил, там, мусор иди выкинь, за хлебом. Я, конечно, как обычно бывает у людей, я думаю, я не один такой. Критику вначале воспринимаешь ты не воспринимаешь ее. То есть, или воспринимаешь ее негативно. А потом какое-то через некоторое время переосмысление пришло. Я думаю, действительно, вот, не пайда бар шулай. Абзарный чинный шулай.
Думаю, давай, как его, действительно. И я начал, за хлебом отправлять, я бегом туда, вниз, за водой. Я говорю, ты что, уже прибежал, что ли? Я, да, уборка, как его, уборка двора для меня удовольствие. Ну, все стало удовольствие приносить. Я все перевел в тренировочный процесс. И когда работал на даче, отцу помогал там дом строить, там, для меня копать, убирать, там, что-то там такое, оно мне просто очень, я все переводил в тренировочный процесс. И я сейчас смотрю, анализирую, вот вы, если бы Азамат не спросили, может быть, и не было бы повода это вспомнить, да, спасибо за это вам. А у китайцев, в принципе, так они и занимаются, они все переводят именно в искусство свою работу, не чтобы оно, ну, иначе это будет просто каторга или вот это нехорошее слово, которое мне очень нравится, пахота. Ты здесь не пашешь, ты просто получаешь удовольствие. Вот. И вот поэтому, как бы сказать, что вот был я профессионалом, мне многие об этом спрашивают, но я не профессионал, я все-таки любитель. И как бы спортом тоже я, спортсмен тоже такое слово, так как спорт, он подразумевает такое некое однобокое развитие, а здесь ты уже выходишь за рамки спортсмена. Для тебя это, как его, физическая культура, она является чем-то таким более широким понятием. Вот так вот. Siz hali eskerdigiz bir şu barda zatını ettiğinle, abzarda aylanağanına, guluklar ettiğinle, çavup aylanedigiz ya da trenirovka yemek etedigiz onu. Bu Amerikalı kinolara qarasan, Karate Patsan degen eski gele bir kino. Evet. Onlarda oğar treneri ayta, şulay sipa dey, şulay sipa, son şulay sipa dey, min kere sipa bulay sipa dey. Onu o yaşta bir açığı ala turup o da açığı bola o yaş. Ondan sonra var öğretir. Sen eskinde varmış şulay sipa edin. Şu bulay движение var. Bir движение şodadır şolay zat. Şolay sizde öğrengensiz. Özünüzde tarbiyalap. Bilemiz nege bola şulay. Даже мекеки o zamanla öğretmegen şulay понятие, şulay мышление. Просто все равно құллық бергеніне саған, ата құллық бергеніне сен, ну, так же, как не с любовью воспринимаешь это, не очень хочется. Но когда выхода нету, тебе либо находиться в этом положении, либо перевести как-то его в другое состояние. И тогда ты понимаешь, что надо получать удовольствие от этого процесса. Это как недавно я прочитал рассказ Антона Павловича Чехова, называется «Игра». Нет, не «Игра», стоп, это «Пари». Если вы знакомы с этим произведением, там очень интересно, когда человек там, ну, как бы сам себя в заточение спорит и отправляет, и ему ничего не остается, как он берет, там, начинает изучать в этой, находясь в тюрьме, как бы такой, да, искусственно созданной, что надо посвятить время развитию, а не для того, чтобы просто там гневаться на этот мир, там, печалиться или что-то еще. Şolay adamlarda tabadır, özgür bulay sublimiрует и substitut находит деп айтайын да. Bulay haqlı sözlerini qollasak. Siz uşu bulan neger maşgul boldunuz, neger sayladınız şu yolunu? Именно uşu bizim bugün efirin atı, verilişin atı uşu meni yaşavum. Uşu neger sizin yaşavunuz bol kaldı? Неге? Как раз, когда я начал заниматься ушу, оно было новым. И даже когда карате я начал заниматься, тоже көргенімде şu каталаны, ката етеген адамны шулай, не просто яушаған адамны har zaman görесен шулай, там, обычное дело, да. А тут ката человек начал делать какое-то, заметил в этом какую-то некую мистику, вот, и мне это очень понравилось, и у меня как-то тронуло сердце, и пошел по этому пути. Вот. А сейчас понимаю, что очень глубоко, там много очень глубоких знаний находится, и они, как бы, знаете, и интересно, как они сумели, эти китайцы, закодировать их, не в смысле закодировать в плане какой-то надо шифр, код там искать, как там код да Винчи ищут. Нет, просто они так сумели знания свои скомпоновать, спрессовать и передать их там вот именно через ушу таулу,
и потом дальше раскрывает, и как некая, знаешь, единица там, у тебя вначале двойка, а это дальше порождает многочисленные вариации там всего это дела. И вот сейчас это, понимая эти вещи, ну, конечно, еще больше проникаешься этим. Ну, единственное, что спорт, которым я в данный момент занимаюсь, веду там детей, он немножко спорт, он немножко, конечно, однобокий. Это не то, что я хочу на данный момент. Ну, пока так, пока жизненный путь так сложился. Онна барағанна, Китайға барағанна, Шаолинге барағанна, это провинция, бір провинция. Онна барағанна, олар яңыз ябышуға машғул түгілші, олар дағда бір каллиграфия ете, yazулар яза, бір затлар ете, құллықлар ете, о монастырьлаға, там, биналаға. Шолай разносторонний деп айтабыз орысша, түрлі яқлы yol болмаған тарап, ішлегенне, çalışағанна. Sizde süyesizdir, şolay türlü tarmaqların şolay uzatmağa ya yaymağa, yaşlığa öğretmeye, terbiye vermeye şolay. Да, ты айтасыз, как там, когда я учился вот в этом, я через что урущай, там, я так не смогу по-кумыски выражаться, нет такого богатого языка. Ну, допустим, я в последний раз у которого учителя учился, он сотни лучших каллиграфов ходит в Китае, сам врач-гомеопат. Ему очень много лет, очень в таком в силе, в здравии. За 80, около 80 лет он прилетал сюда, здесь тоже уроки давал. А сотни лучших каллиграфов ходить в Китае, когда все занимаются каллиграфией, ну, много людей занимается, это очень сильно. Вот. И как бы я смотрел на этих людей, очень интересные все они. Кто-то каллиграфией занимается, кто-то поэзией, там, ну, они разносторонне развиты. А без этого как бы очень тяжело, потому что, вот, допустим, я в художественном училище отучился 4 года, но как бы я не зарабатывал этим никогда, но мое художественное видение, понятие композиции, там, ритмики, да, и всякого такого мне дает очень много возможностей по сравнению с другими. Вот, допустим, мы делаем показательные выступления в школе, там, составляя какую-то новогоднюю программу или какую-то другую, у меня мои выступления все оценивают, и все ставят их гораздо выше, и потом пытаются там еще там дальше как бы с желанием где-то выступать. Ну, сейчас, видите, пандемия немножко не очень, но это все оценивают, и это заметно. Опять, и даже когда составляю какие-то свои там формы, там комплексы для детей, это вот художественное видение, оно дает. Каллиграфия, несомненно. Вот, допустим, я занимаюсь тайди-цюань, там важно это плавность, гибкость, мягкость. И держание в руках, когда ты держишь кисточку либо калан, и когда тебе надо сделать эти непрерывные линии, это все работает в одну копилку. Просто мы как бы вот чисто спортивное мышление, оно такое, в чем его однобокость, многие спортсмены думают, ну сейчас уже нет, я думаю, что мир уже совсем другой, изменился с появлением интернета, много информации, хотя знаний, я не знаю, как люди пользуются этим, может, для меня стало так как бы явно. Хочу сказать, что есть вещи, где ты входишь, доходишь до какого-то тупика, и нужно как бы выйти не в противоположную, может быть, сторону идти, а перейти на параллельные пути и поехать этим поездом уже, а потом они опять пересекутся, и они друг друга дополняют. Вот. И как вот, невозможно, допустим, ушу заниматься, если у тебя там в жизни какие-то вещи ты не решаешь, поэтому, никак. Это, как вот в исламе, да, вот, сколько мы там намаз там не делали, там чего-то такого не делали, которое мы считаем обязательным, а, допустим, там неумение вести добрососедские отношения, там, или где-то еще что-то, да, они как бы впустую уходят дела, да, вот, как бы требуется более как бы широко смотреть на этот мир. А как раз вот, чтобы широта взгляда это появилась, надо заниматься вот параллельно другими вещами. Но у меня пока времени нету, поэтому чем-то заняться еще более, чем я еще хотел. Но я, допустим, вот стараюсь, несмотря на занятость свою, рисовать, прибегать к этому. Потому что это и тебя и отвлекает, и разгружает, и дополняет, очень много чего входит в эти моменты.
устаканиваются новые нейронные связи деп айта орыслар. Ну да. Научный яктан ошо жаңы нейрон связьлар шолар кошулганда башыбызда биз бир затларны үйрөнөбүз этмеге. Да, Бир да. дагы айтмага сүйөмөн, сиз башлаганда шу ушу билан машгул болмага башлаганда шу жолуңузду онча булай билимли түгүл эле Дагыстанда. Халде түгүл олай онча зат ошо спорт. Булай грек-рим ярышларда ортакчылык эте көп дагыстанлык жаштар. Ва ММА деген зат билан машгул болот. Хали менин кардашым бар, Элдар Саидов деген. О дүйнөдө булай атказанган улан бразильский джиу-джитсу деген яктан. Мгм. Мага агнатеди, Азамат, булай зат бар. Мени билан 2-3 жыл алда биз булай лакыр эткен эдик. О айтты, мени бразильский джиу-джитсу деген тармагым дей, онча билимли түгүл, адамларды билмей, онча кошулмай, тек мен шондан көремен, булай умут этемен, келечекте улуу спорт болажак деп. Хали карайман, уже Дагыстанда да кошула тура жаштар олай о спортко. Сизин имик шу ушуга кошулмага башладычы адамлар. Хали о бразильский джиу-джитсуга да кошула тура. Сиз өзүңүз нечке ойлойсуз? Шуну ушу негер онча популяр ва шу бразильский джиу-джитсу имик шолай затлар имик онча джиу-джитсуда түгүл популярный, буда түгүл олай билимли, ушуда түгүл билимли. Башка негер булай ярышлар, грек-рим ярышларга яда ММА ярышларга жаштар онча ахамият берет. Ну, Аңладыңызбы? наши люди любят вообще подраться, реально увидеть вещи. Ну, это и правильно. Потому что если бы я ушу давал бы, я бы тоже не давал бы вот в каком виде, как сейчас. Старался, может быть, давать как мой тренер. На самом деле, когда я и вел взрослых людей, до того, как сейчас работал в спортшколе, у меня люди занимались и стреляли из лука, и боролись, и спарринги устраивали. Вот. И это все, конечно, было, и без этого никак, потому что иначе ушу оно будет таким однобоким, и для чего оно? Оно просто как бы, вот как его многие называют, гимнастика ушу, оно вот так и останется в этом деле. От популярности здесь еще, популярность этого вида зависит еще, наверное, от того, как тренеры, вот сейчас в Махачкале находясь, хотят развивать это. Потому что в то время, когда мы только начинали, уж узнали, все занимались от мала до велика. Вот у нас здесь Ибрагим Ажи, вот вместе мы с ним ходили на тренировки, и не даст мне соврать, ходили взрослые пацаны, усатые были, мужчины такие, там, семейные, взрослые. Да и на самом деле сейчас тоже они занимаются. Но так как, я думаю, здесь еще очень важна выгода, наверное, все-таки для молодых людей очень важно, то есть они хотят себя найти в этом и как-то зарабатывать, это тоже очень важно. В ушу так ты не заработаешь. Какие-то вот такие программы, которые вот китайцы, допустим, они сами не пытаются развить вообще ушу. Оно развивается как бы само по себе. Если взять там тэквондо, то тэквондисты, они пытались как-то там, ну, чтобы прежде чем он стал таким олимпийским видом, они вкладывали огромные деньги. Китаец вообще не делает. Я не знаю, по каким соображениям. Он думает, пускай само по себе развивается. Как будет, так будет. Вот. И еще, я же говорю, зависит много от желания самих тренеров. Здесь же надо немножко, немножко тяжело бывает на этом пути, уметь организовать детей, родителей, потом, многие сдаются, ведь не сразу это финансовая какая-то отдача идет от этого. Вот, и тяжело это вести. Это все сказывается, поэтому многие так забросили, я бы сказал бы. А так Дагестан в свое время, вот мы с командой Джамбулат, Ибрагим, мы многие ездили за территорию Дагестана, выигрывали. Очень часто ездили на соревнования, на сборы ездили. Шафиков Фатих, среди нас нет этого человека, нашего брата, мы с ним ездили и за границу, там, очень много было чего. Потом просто я уехал, другие уехали, говорю, что я такой молодец. Нет, просто, видимо, может быть, пришел такой момент, что и это дело пошло немножко на спад. У нас, насколько я понимаю, остался только Дагда Бирбизин Кумук
Кардаш, это Джамал Асилдеров. Вот, он единственный, по-моему, кто ушу таулу пытается развить, насколько я знаю. Но он в спорт не суется, и тоже понимаю, в этом спорте очень много таких подводных камней. Вот. Поэтому оно как-то так вот не такого широкого вот это, отклика не нашло так в людях. Но опять-таки говорю, это тоже зависит от человека, как он будет двигать. Siz bilemisiz, meni geçi zamanımda bek bulay bilimli kinolar var idi. Bruce Lee ve Jackie Chan, olar bu Kitay yaktagı bu sportnu Голливудқа çıgarıp dünyaga yayıp koydu. Köp yaşlar olarga da qarap, o bek neçik arı sporttur bu der dep köp yaşlar koşuldu şu sportqa. Şoğanın yoluna. Hali sizge de soramaya süyemen. Sizde neçik bol kaldı bulay? Sizin neçik rejissörler gördü? Kinoga neçik çakırdı? Pek интересli o da. Все просто, Азамат. Получилось так, что опять-таки говорю, здесь польза художественного училища на самом деле, потому что ты привык рисовать, ты эту картину видишь, ты когда кино видишь, ты себя представляешь, ты рисуешь эту картину. Это образное мышление, оно очень мне помогало в работе в кино. А кино получилось так, что тоже, видите, здесь как бы звезды сошлись. Ну что, Бурган, да? Александр Соловьев, сын покойного Соловьева, актера, который в «Зеленом фургоне» играл, с этим красавчика играл вместе с Харатьяном. Его сын, у него было это рвение заниматься кино. Они начинали заниматься подсъемками, там какими-то сами какие-то драки составляли, смотря на Джеки Чана. Просто вечерами собираясь. И наш президент Федерации Глеб Николаевич Музруков, он это тоже дело увидел и поддержал. Поддержал, что мы начали снимать фильм. И меня пригласили как раз на съемки, так как я был ведущим спортсменом, как бы ушу. Капитан сборной команды, ведущим спортсменом нашей сборной. Он привлек меня. Вот. И вот здесь как раз-таки ушу сыграла такую мощную положительную роль, потому что, я думаю, каратистам, ММАщикам, если бы они даже на тот период были бы другим видом, борцам, было бы очень тяжело в кино сниматься. Потому что у них нету, они как бойцы подходят, для них порой не бывает важна вот эта красота, они не видят ее, они не видят того, как может видеть эту картинку зритель. У них нет этого понимания, они вот как бы со своей точки зрения подходят. А так как у нас вид спорта такой был, что мы постоянно выступали, и было это ощущение, куда идти, в каком направлении. Умение дозировать контакт, умение там акценты расставлять, составлять эти все драки, чтобы они на картинке смотрелись, на телеэкране хорошо. Это вот как раз таки вот все сложилось так, да, и я начал сниматься, и это мне нравилось. В принципе, в детстве тоже как-то вот оно внутри сидело, что может получиться, и получилось. И все пошло-поехало. Вот, и вот с ним был первый фильм «Монах», который имел огромный успех. Я помню, даже прохода не было в Москве, в Дагестане, везде люди узнавали. Вот даже до сих пор в метро бывает так подходит на этом, до сих пор на этой как бы волне люди сидели, видели. Вот. Потом пошли более профессиональные фильмы, там столкнулся я с другими немножко сложностями, в плане того, что уже большое количество людей, и как ни странно, немножко на качестве как бы того ушу, который мы хотели показать, оно сказалось не в лучшую сторону. Потому что там задача президента Федерации была именно, и на наша задача ставилась, именно ушу показать, раскрыть его боевые акценты, боевые аспекты. Несмотря на то, что мы все снимали вот так в руках, камеру сами свет таскали, и там, все, кто был задействован на съемках, мы же все были и операторы, и в общем, и осветители. Да, это на картинке сказалось, как бы такой качестве, такой, как сказать, вот самой, да, но суть внутренняя, которая была заложена
она ну, была гораздо сильнее, чем потом в предыдущих фильмах, несмотря на такое. А так кино вот так оно получилось. Жамал ағай, сіз білемісіз, біреулер бұлай сіздің киноларыңызға қарап, кинодағы сценический образдағы айтағанда, бұлай айтма болады. Сценический образ. Это не вы, это образ. Это есть роль, это человек другой. Ама біреулер ойлаша, бұл Ажигерей буддизм дінні алған деп айтады. Шулай хабарлар йөртеді. Шуға нечик жауап беріп боласыз? Альхамдулилля, мен мусульман, поэтому нет, я мусульманин, я буддизм никогда не принимал. Там даже в фильмах, в съемках «Монах», я там как буддист только руки складываю. Сейчас везде аватарка Амин ставишь, или как называется вот эта штучка да. в телефонах. Смайлик. Смайлик. Да, вот эти, как эмоджи, или как они называют, эти штуки. Вот. Даже там это руки сложные. Ну, лысый ходил, да, но без точек. Крутил барабан один раз. Ну, нет, когда на чужую территорию. Ну, я серьезно, ну, видите, здесь вот это, наверное, повлияло Шаоли, но я думаю, что я не ошибусь, и сейчас скажу, все время, когда я делал эти вещи, я, конечно, думал о том, что я мусульманин, и думал о едином Аллахе. Вот, поэтому такого, что там буддизм, нет, далеко от этого. И Шаолинь я, Аллаху шукур, не учился, потому что там, в принципе, особо нечему учиться. Я тренировался в Тарках, под руководством великолепного учителя, поэтому все гораздо прозаичнее, чем... Бұлай білемісіз, біз тамаша болабыз. Нечік бола біздің адамлар ұшылай ұшу санда деген спортта да лап ұлы ерлер алмаға, Китайға да барып, онна да оланы ұтып, нечік бол қала бұлай затлар? Нечік чыға, шулай сіздің емек самородоклар нечік чыға, шулай башқа яқтан, олар білан даже пересечения нету с китайцами, вы же с китайцами по сути не взаимодействовали. А получается так, что это искусство познали довольно-таки хорошо и занимали такие места и многократно. Азамат, я, знаете, думаю здесь что? Здесь такой глубокий момент, который мне тренер все время говорит, Абдул-Кадыр. И я, конечно, в этом вопросе не особо так сведущ, но я думаю, здесь вот именно играет наша тюркская кровь. Вот как ни крути, здесь именно, вот сейчас даже посмотрите, вот сейчас сборную России посмотреть команду, самые сильные спортсмены: Ильяс Хуснудинов, Павел Муратов, Башкирс, татар, вот, потом Берися Адаман Гараса, еще спортсмены, даже Ушуталу, они все, большинство из них именно тюркской крови. И здесь, я думаю, играет вот эту важную вещь. Здесь такие моменты есть. Вот, допустим, даже вот взять вот гороскоп, который мы считаем все 12 животных, он же тюркского происхождения, он же не китайский гороскоп. Вот. И у меня такое складывается ощущение, что многие знания именно в Китае, которые есть, они тоже наши. От нас перешедшие. Просто мы забыли их. Вот как мы забыли, вот Ибрагим Хаджи, мы разговаривали недавно, мы забыли, про тенгрианство мы забыли, что это такое. Тенгри, единый бог, да, в который верили все тюрки, они почему, я думаю, они ислам так приняли, да, потому что вера в единого бога. Вот. И здесь вот и в конце концов все наши предки тоже, они все были воины, занимались, стреляли из лука, они к этому тоже как к искусству подходили, они просто как мордобитию, как мы сейчас видим. К сожалению, не очень мне это нравится. Во-первых, это и не очень угодно, да, получается, но как есть, так есть, да, сегодняшние реалии. А вот это именно все-таки кровь здесь играет роль. Не просто подраться, да, некое в искусство перевести. Даже вот посмотреть на Муслима Салиха, Бузигида Атаева, вот у них поединки даже, они не сколько наполнены жестокостью, сколько они искусство в них, я вижу.
Вот. Вот это мне нравится в нашем народе. И это, вот все эти вещи, они даром не прошли. Многие, я не говорю, что не выделяю как-то наш народ, но все равно тюрки, вот, видимо, наши, это, я думаю, что ушу в большей степени тоже оттуда пошло. То есть мы просто не знаем эти основы. Вот, допустим, в Китае очень сильно развиты мусульманские стили. Это Чхацуань развит, Бадзи, Тумбэй. Есть целые кланы известные, которым занимаются в России очень много. Клан есть такой, Маши Тумбэй. Они находятся на территории, живут, по-моему, ближе именно к уйгурам. Вот. По-моему, там, как его, ну, ближе. Но это именно мусульмане. Именно мусульмане, они, я думаю, одни из первых мусульман, которые ближе там, это, наверное, наши предки и были, тюрки. Вот то же самое, как и уйгуры, и там, и ближе к Монголии, там, наверное, как-то так. И они очень большой вклад внесли. Мы просто не знаем эту историю, потому что как вот история с Шаолинем раздувается, типа там ушу было. Ну, не было там никого ушу, это просто монахи были, да. Некий бренд появился, который нельзя никак омрачить там или сейчас испортить. И уже настолько эгрегор об этом только думает, да, что как ты поменяешь на мир. Невозможно поменять. Вот как стереотип некий есть, там вот террористы только, ну почему? Ну, люди не хотят знать, как, или не владеют информацией. Я думаю, что вот эта штука потеряна. Поэтому вот нам как бы легко дается. Почему у Шута-Алло тот же самый Джамала Сильдеров, ну как вот, ну, кто занимался, основные кто. Как ни странно, да, вот стрельба из лука настолько популярная вещь в Дагестане, да, а откуда она пошла, опять-таки, в самом Дагестане, я хочу подчеркнуть это, вот это Атаев Абдул Кадыр начал, Джамбулат Махтибеков это продолжает, вот, ну, раскрутили так эту вещь, что сейчас Джамал, ну, Абдул Мурбетнат толчок дал такой мощный, а толчок тоже очень важен. Сейчас вот Джамал, он это все дело раскручивает и раскрутил так, что Дагестан стал звенеть известен стал по всей России. А так кто такие дагестанцы, кто такие приехали там? Так что это как-то это внутри нас самих надо сидеть. Тут вот эта история еще, она дальше идет. У нас был и директор Кумыкского театра Скандарбек Тулпаров, который, по сути, делился с нами успехами вот в театральном творчестве. Это тоже искусство. Они вместе со своей постановкой по Антону Павловичу Чехову, которую мы сегодня упоминали, лет 10 назад в Македонии на фестивале театров обошли британский и еще итальянский, кажется, там театр. В общем, заняли, можно сказать, Кубок мира, выиграли в Олимпийских играх, можно сказать, в этой категории. Но приехав в Дагестан, никто их и не встречал особо, кроме сотрудника Кумыкского театра, который их любезно подвез. Они-то думали, сейчас их как спортсменов с лезгинкой будут, с дифирамбами встречать, да, там. То есть эта история, что biz özümüzünü, halkımızını bilmeybiz, olar etegen işlerini de bilmeybiz ve aburlamaybiz. Ama olgenne bir adam son aytabız, ya ne güçlü adam ediken bu, ne güçlü adam. Sağ zamanla neger biz onu maqtamaybiz. Olgenne aytabız, ne güçlü, ne yaxşı adam edi deb. Это вот это Бреулер айтат, что это сродни, похоже на некрофилию, что ли. Вот, если очень грубо утрированно, любим мертвых, но не любим живых. Ну, цените живых, пожалуйста, деп айта Бреулер, да. Да, я согласен. И бұл халі сіз айттыңыз, көп затын ұнытқанбыз деп, бүгін ертең Ибраим ағай еберген еді, Франческо Петрарка деген шайыр бар еді. Италияда яшайған 14-ші yüzyılda 14 век. Оның коллекциясында бір кітап бар еді. Оның аты Европада, Авропада біле барды халық Кодекс Куманикус деп. Білмеймен, ешітмегенсіз, мына халық білмейдір, білмегенлерге аңнатайым. Кодекс Куманикус – это такая книга, по сути, это написано на куманском языке, на кыпчакском языке в 13 веке книга. Причем это копия, которая... Оригинала нет, это копия сама книга 13 века. Оригинал еще раньше. В ней загадки на куманском, кыпчакском языке.
И в ней же молитвы, христианские молитвы того времени, «Отче наш» и другие. Ачарсан şu kitapны, қарайсан таптаза құмық тілде yazılған. Тамаша боласың, 13-ші yüzyılda yazılған kitapta құмық сөздер yazılған, таптаза құмық сөздер. Оларда аннотациясын оқысаң, олар айта, лапта юбук қарайымлер болған шу халыққа деп. Не қарайымлардыр? Біздің тілімізге емек, біз түнеуін yazғанда емек, біздің ата-бабамыз yazғанда емек yazılған. интернетте бар ма? Бар. Интернетте бар. Еберіп те боламан, бұлай да пайлашып те боламан. Бек интереслі зат о. Алда ислам yok заманда, там, если вот брать очищенный, да, ислам, получается, там тюркский именно язык, там одно слово заменяется другим. В общем, если коротко, uzun sözün kıskası, biz көп zatını bilmeyiz. Bizim ullu tarihimiz var, madaniyatımız var. Şunu biraz biz terenge karab, öğrenmeye tarafız. Şolay bizge ders etmeye tarafız. Такое наставление, да, насихат. Да, айтыңыз, Азамат. Сорамаға сүйген едім. Шо хақта олайымса, сіз лап ақырыншы не кітапны оқығансыз? Самый первый, который? Не, самый последний из прочитанных. Из прочитанных? А вот из прочитанных, вот как раз я в последнее время перечитывал классиков, да, во время у меня, как раз на пандемии. А самый последний как раз вот Чеховым я столкнулся. Это Пари, Анна на шее перечитал. До этого что было? Даже до этого Достоевский, там много разных книг. Я практически всех классиков я прошел. И очень мне сильно понравился. Честно говоря, вот последнее время, которое меня тронул, я считаю классиком современного времени, это Чингиз Айтматов. Его язык, его образы, его умение, так, знаете, вроде ситуация драматическая, но он не превратил, как Достоевский, в чернуху вот этот, как он умеет это делать. Совсем уж тоскливо становится на душе после Достоевского. Но он сам такой тип был, такой живший вот в таких, наверное, условиях. Я, насколько знаю, судьба у него такая тяжелая. Но вот Чингиз Айтматов мне очень сильно понравился. Там помимо Палаха, которого мы все знаем, известного произведения, там очень много хороших книг, которые трогают такие умения передать эти образы. Я даже, честно говоря, очень удивился. Настолько и очень легко читается. Я советую всем почитать, вот если слушатели есть, Чингиз Айтматов очень много есть. Там Пеги Бёс, Бегущий краем моря, там Белый пароход. Такие известные произведения его. Тем более, это наш родственник, как можно сказать. Вот. Поэтому, наверное, вот если брать как вот что осталось впечатление, потому что там и Пушкин, вот мне нравится, очень маленькие, емкие повести, рассказы. Я думаю, знаете, это вот я даже вот смотрю некий такой прототип того времени, боевики, который режиссер снимал, он был бы сейчас прекрасным режиссером. У него были бы офигенные, у него были бы очень хорошие фильмы. Даже, взять просто та череда цепочек, как там Пушкин умеет в «Капитанской дочке» соединить, там, или в «Пиковой даме», там, да, там, много выстрелов, там, эти маленькие рассказы, как несколько там линий так соприкасаются между собой. Мне кажется, он был прекрасным режиссером, такие, типа там этого Бандераса, или как вот, нет, Бандерас, кто там снимает у нас? Бондарчук? Не, в Голливуде кто снимает? Марк, нет. Ну ладно, что-то мы перешли эту форму, этот вопрос. Ну вот последний, это именно Чингиз Айтматов. Машалла. Сіз бұлай спортпен машғул болмағансаңыз, яшауыңызда кім болашағы дегіз? Не профессия білан машғул болашағы дегіз? Не знаю даже. Наверное, рисовал бы художник. Вот. Но без спорта и спорт,
Азамат, я спортом, знаете, это была потребность внутренняя. И я не занимался этим как бы специально для чего-то. Тем более никаких выгод и гонораров я ничего не получал. Мгм. Вот. Никогда. Ну, то есть, единственное, там золотой пояс, но там тот гонорар, который я получил, хватило как раз оправдать дорожные затраты на чемпионат мира. То есть он в таких масштабах. Вот как мы Мгм. привыкли видеть там спортсменов, там вот так встречают, машины, квартиры, нет. Нет, да? Вернее, хотя я могу сказать, что благодаря Арсену Атаевичу я получил жилье в Махачкале, Мгм. вот, что мне очень помогло. Вот, он так, хоть он так не показывал, он так заботился, внимание вот таким образом. Ну, я Мгм. очень благодарен, всегда помню. Вот, и, ну, вот какие-то такие вот вещи были у меня. На самом деле, сейчас я немножко привираю, наверное. Ну, просто они вот как бы так, да, получилось. А так вот как спортсмены, как многие, а, к этому так не относился. Поэтому, наверное, я бы в любом случае занимался. Это не мой выбор даже. Это вот как вот Аллах Таала, когда направляет тебя, ты не можешь, у тебя деваться некуда, тебе приходится заниматься. И ты еще от этого удовольствие получаешь. А какая самая Поэтому, главная психологическая проблема спортсменов? да, проблема спортсменов многих, это вот у нас в школе, допустим, да, в которой я веду, Мгм. практически все, кто закончили карьеру, они перестают заниматься. Они просто, потому что нету мотивации, как бы новое модное слово, Мгм. ради чего. Мотивации нету, стремления. Сейчас я тоже мало занимаюсь, что мне очень не нравится, потому что у меня как бы работа, ну, очень много групп, но я пытаюсь выразиться сейчас именно в изобразительном искусстве. Те 4 года, которые я в художественном училище получил, они очень важные знания, базовые такие. Но теперь приходится заниматься самообразованием. Я так изучаю, смотрю, как работают другие мастера там и во всем мире, не только, конечно, у нас. Вот, и, ну, как мне кажется, я учусь. Жамал ағай, бұл ай сіз болмаймсаңыз қазанмаға ошу яқтан. Өзіңізні ақлыңызны нечік сақлай едіңіз дағы, сізге пұршау етмеймеді ушу. Шо нечік сақлай едіңіз, башқа бизнес үйретедіңіз му, не зат үйретесіз дағы да, бойапса. Бизнес yok мене. Да, ну, я никаким бизнесом не... Один раз я попробовал, Азамат, позаниматься бизнесом. Мгм. Мгм. Когда, после, знаете чего, ездил же на соревнования в разные страны, Мгм. и мне говорили люди, что ты так просто ездишь, давай оттуда хотя бы то привези, это привези, сигареты привези, ну, модно там, Мгм. Мгм. сигареты, я что-то понимаю. Один раз я так попробовал, это надо было в Ага. жизни попробовать. Мы поехали в Турцию на соревнования, и я привез вещи, до сих пор помню, на свой вкус там, э, приехал туда, приехал сюда, Ага. Махачкалу привез, а мне так стыдно было, я там взял вот какую-то вот, одну вот этот, как его, такую торбу, да, Мгм. когда мы грузились, Джамал Гарзасидером мы ездили в Турцию, в Ага. Стамбуле соревнования, не в Стамбуле было, Шакария через Стамбул, а все тогда челноки были в основном. Я думал, вот мне так стыдно было, такая сумка. Когда я в аэропорт пришел, я думаю, да там маленькая сумочка у меня, практически ручная кладь по сравнению с теми тюками, которые как его, везли люди. Ну, мне так Ага. полегчало немножко. Ну, потом приехал, надо было продавать же эти вещи. Ага. Ну, Ага. что-то там отец взял, и, наверное, из той же по доброте своей души, где-то родственники. Ну, я вышел на восточный рынок, 5 рублей, что ли, заплатил за место. Один день поторговал, потом понял, что это не мое. Ну, Ага. интересно тоже было. Ну, надо было попробовать в жизни, что это такое. Вот. Ну, думаю, даже вот это нет, 2 дня, что ли, я выходил. Опыт я получил очень хороший. И все, на этом мой бизнес закончился. Ну, единственное, что я школу ушу пробовал еще, открывал. Но тоже Мгм. бизнесмен из меня не получился. Надо было думать о чем-то другом, наверное, когда делаю я эту вещь. Этот клуб много какие ошибки допустил. В плане места, надо было выбирать местоположение совсем другое. Мгм. Вот. Ну,
Вот. И сейчас бизнес нет, только, ну, бизнес как мой бизнес, это моя работа, это преподавание. Şu hali siz yaşlığa ders verip, gruplara ders verip, şu sizin işiniz. Да, 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 это моя работа, да. И как Ablar, бы... aha, Да, aha. да, айтыңыз, Aytırız, айтыңыз. aytırız. Не, мен какие. Men oylaşamam şu getken gezdik biz lakır etken edik Jamal Maktubekov bilan. O da siz eskerdigiz oklar bilan bulay aylana şulay yaya popularizировать ете, adamlarga görsete. Sizde nechik qo'shildingiz o движениега? Nechik o'rtoqchilik etdingiz? Лучный спорт. Азамат, biraz какие? Лучный спорт. Ага. Вот я же говорю, вот Абдулкадыр, он немножко посыл дал такой, он начал интересоваться стрельбой из лука. Я думаю, тоже надо же, стрельбой из лука тоже надо занять. Мой тренер занимает, что за интересное движение. И я здесь в Москве начал. Первые луки здесь я купил. Вот. Потом приехал я к Джамалу. В Аталнаул мы приехали, вышли чуть-чуть из дома, у него там дом такой хорошее месте, вышли чуть ниже огорода, по-моему. И вот куда-то мы вышли, и там, или выше поднялись, и там постреляли, Джамала тоже это зацепило. И пошло-поехало. Ну, для меня лучный, сейчас я мало стреляю, практически не стреляю, но я сам сам преподавал лучный, тренировки по луку. Это одно из самых интересных занятий в мире. Вот я попробовал там, одно из самых интереснейших. Вроде так думаешь, что здесь такое, что за развлечение такое? Хотя Мухаммад, саллаллаху алейхи сказал, по-моему, одно из самых, если я не ошибаюсь, Ибрахим Хаджи меня поправит, что стрельба из лука лучшее из развлечений. По-моему, такой хадис есть. И думаешь, что такое, стреляешь, вот одна и та же работа. Это настолько, каждый выстрел, он свой, разный. Где-то успех, где-то потери там. Это очень интересная вещь. Там такое погружение внутрь себя идет. Там познание себя идет через эту вещь. Это все, и самое главное, такой честный вид. Один из самых честных видов вообще, потому что ты либо попал, либо не попал. И ты никак не можешь подмухлевать здесь, ты не можешь стрелу самонаводящую сделать там, что-то еще. Вот вся эта честность, все здесь есть. Физически тебя развивает, внутренне, там, без стабильности, без покоя внутреннего, без целеустремленности, без некой такой отрешенности одновременно. Там невозможно хорошо стрелять. Я, честно говоря, когда только начал ушу заниматься, то есть стрельбой из лука заниматься, я участвовал на турнире в Москве. Один из первых турниров был. Мой это вообще был первый турнир. Я его выиграл не благодаря своим навыкам стрельбы. Они у меня были никакие. У меня еще лук был такой. Джамбулат поймет, о чем я говорю. Когда лук перекручивается, ты стреляешь, и у тебя тетива вылетает вместе со стрелой. То есть там не симметрия была нарушена из-за того, что лук был где-то на солнце, что ли, у меня вот так вот. И у меня вот так, я из такого лука стрелял, Азамат, вы улыбаетесь, вот так надо мной все смеялись. Что приехал такой чудак, который пришел. стреляет из лука, у него тетива вылетает вместе со стрелой. Да, откуда он такой? Если бы... Вот, и вот так надо мной посмеивались. Они смеялись недолго. Я начал идти к финалу уверенно. Одного соперника убирая за другим. Вот. И здесь мои навыки ушу, умение сосредотачиваться, умение волнение, наоборот, перевести, когда ты, знаете, когда тебе уже ничего не страшно. Это тоже некие методики есть, не просто это какая-то внутреннее самовнушение. Есть определенные методики, которые мне научил мой тренер. Вот. Я вот так вышел в финале с очень хорошим стрелком. Сейчас, наверное, я бы ему проиграл. Но в тот момент я знал, что я его выиграю, и он читал это в глазах моих. И я его выиграл. И вот в луке, на самом деле, вот в единоборствах там вот соперников сталкивают, они на друг друга смотрят же там, уже стараясь там, В стрельбе из лука вот такая борьба, она так происходит. Как внутри самого себя, так и с соперником. Вот. И я выиграл первый турнир вот такими навыками.
Так что стрельба из лука я рекомендую всем. Это очень хорошее занятие. Тем более это и сумно, и не зря оно один из немногих видов, да, там, помимо бега, стрельбы, то есть, ну, как езды на лошади, там, да, является, включилось на все времена. Вот, это останется так. Вот. Для мужчины, мне кажется, очень важно. Ну и как и для женщины. Всем А слушателям я вот рекомендую. Ну, в естественно, этом, все стреляли, наверное, в основном. в этом контексте, Как и каллиграфию рекомендую всем. вот хотелось бы, да, в этом контексте вашей победы на соревнованиях по лучному спорту, хотелось бы и вот ваших побед вообще в целом, хотелось бы понять, да, какова доля везения и труда в ваших победах? Где везение, где труд? И как А, они коррелируются? Я думаю, что я благодарен Аллаху Таала за то, что мне где-то везет. Вот везет. Тяжело мне сказать, благодаря чему это происходит. Происходит ли это тому, что я много трудюсь, или труду моему, или нет. Но везение, вот как бы мне повезло, что я встречал таких людей, разных людей, очень интересных на своем жизненном пути. Аллах Гульса хотел бы еще встретить. И очень много людей, у которых я учусь. Но даже вот тот момент, то, что вокруг меня, меня окружают вот такие люди, как вы, вот даже вот то, что ну разве это не везение, то, что я попал к вам на эфир? Я объясню, я без лести говорю. Разве это не везение, потому что вот вы, люди, делаете вот такое дело, и у вас нет никаких там выгод, кроме как вот, это, наверное, просто вот внутренняя ваша потребность. И вот видя таких людей, там, это тоже меня, может быть, сподвигнет к каким-то другим вещам, да, умение делиться так с народом. Вот, это везение, я считаю. Но не знаю, благодаря на чему там происходит. Потом я считаю везение то, что что у меня такой тренер, не какой-то шарлатан, который от меня деньги хотел или пользовался бы этим. Нет, никогда ему это не надо было. Он просто это делал, потому что, видимо, тоже, какие у него, это его жизнь, да. Но я считаю, что мне повезло, который не дает мне заблудиться, где я себя чувствую таким учеником и все время становлюсь на самую низшую ступень, с которой приходится начинать всю жизнь сначала. Это, я думаю, большое везение. Наверное, большое везение, что вот у меня такие братья, как Джамбулат, Ибрагим Ажи, которые меня тоже направляют, знают, поддерживают. Ну, мне в этом тоже в отношении мне повезло. Что у меня дедушка, бабушка, альхамдулилля, были мусульмане. Мне дедушка всегда радовался, он даже больше радовался не моим победам, таким, которые я там завоевал в спорте, его больше, может быть, на духовном поприще его больше радовали, типа, когда я начал Коран читать, там, намаз делать. Вот благодаря тому, что вот у него был вот этот джузамма, я помню, другие джузы, они такие были, знаете, написаны руками. Раньше что-то, сейчас все доступно. Я это брал, мне так нравилась эта арабская каллиграфия, я просто брал, копировал ее, не понимая, что я делаю, просто мне нравилось, копировал. Ну, за это тоже мне получал, ну как не получал, дедушка меня ругал этому, Хамидай, что почему я потом разбрасываю листки, я-то ценности не понимал их такой, да, вот, потом потихоньку понял, осознал, что нельзя так поступать. Вот, повезло с бабушкой, которая мне там, знаете, были ситуации, когда такие жизненные, которые, наверное, сталкиваются все, что чужой нельзя брать. Вот они меня учили. Был у меня такой момент в жизни, когда там мы там в раздевалке какой-то там на борьбу ходил, деньги нашли. И бабушка меня заставила, я там по чистоте своей души, там, откуда я, без всяких мыслей, все рассказал там. Вот, она меня заставила вернуть эти вещи. Могло бы произойти по-другому, могли бы во мне вскормить другие какие-то чувства. Вот, и тренер у меня другой, кореец, Эрик Агай, тоже, он, не было в нем какой-то алчности, там я не видел, старался от души как бы работать, да. Ну, в этом отношении как бы в Китай мы попали к очень интересному мастеру.
Это просто череда случайностей. Череда случайностей таких, что вот мы должны были поехать к одному учителю. Если интересно, я расскажу. Просто вот тому, что как оно в мире бывает происходит. Когда мы хотели поехать к одному учителю, к женщине, там, да, учиться. Вот. Тут надо было как-то с ней переговорить, обсудить все моменты, где как будем тренироваться, финансовые все условия. У меня группа учеников была. Я там из раздевалки выхожу и говорю, вот один выхожу, еще один парень сидит, вот, переодеваемся мы. Я говорю, там администратор что-то на каллиграфии какой-то там что-то печатает. Я говорю, а вы китайский знаете? Она говорит, нет, я японский. Я говорю, как жаль, а мне нужен переводчик китайского языка. И парень со мной рядом сидит, больше никого нету. Он говорит, а я знаю китайский. Да ты что, и как? И разговаривались, он, хорошо, отлично. А вы знаете, там вот Китай, у меня, говорит, знакомый там живет в Китае. Он занимается у какого-то крутого мастера. Да вы что, да, давайте данные, мы к нему тоже заедем. И вот так я познакомился с очень великим, я считаю, человеком, который мне столько базовых вещей дал, что я каждый раз, когда занимаюсь, вспоминаю его знания, да, вот, и передаю, потому что мне так досталось, я тоже должен так передать. Вот, и это череда таких вот случайностей, может быть, это они выходят из того, что ты трудишься, и получается. Может быть так, а может не так, потому что, хорошо, если я не ошибаюсь, насколько я понимаю, если я то, что мы люди, мусульмане, они стремятся в некой, наше стремление, какое мусульман? Это мы стремимся к тому, чтобы, воссоединившись, то есть уйдя из этого света, уйти именно как мусульмане и оказаться там. И мы в раю, люди находятся по милости Аллаха, а не то, что ты заработал, да. И вот так я думаю, что вот эта милость Аллаха, она впереди идет всего этого дела. То есть могло бы этого всего и не быть. То есть не потому, что я такой заработал эти, да, там вот, и нашел такого мастера. Это, скорее всего, именно от Аллаху Таала идет. Вот он как-то направляет тебя. И вот очень много таких вот интересных людей было. И думаю, что, не знаю, да, вот тяжелый вопрос, Азамат, для размышления. Это вот как, с другой стороны, состояние вот этого нирваны, как говорят эти буддисты, да, как же оно как приходит? Человек трудится, а потом в некий момент озарение происходит. То есть без труда вот этого озарения не может быть, да? Наверное, может быть и такая штука тоже быть. Может быть, я так немножко невнятно как озвучил свои мысли. Тяжелый вопрос. Но мне в какой-то степени везло. Может быть, всем так везет. Не знаю, вот интересно тоже других послушать людей. Bu tüz aytasiz siz. Men inanaman şolay zatqa. Meni yaşauımda da şolay masal üçün aytayım. Bir zatni iş yaqdan. Özüm men bulay qasd etip, bulay neget etip, onça işni izlememen. İş özü men taba. Her zaman şolay adam ayta, azamat suyamsan şu yerde işlemege, Giber резюмеңни қарасын, адамлар тергесін сені қарасын. Соң бараман, еңіл күйде өте ода, барасан башқа яққа. Хал башқа яққа. Yollar açılıp бере. Şulay Allah-u Teala yibere dep oylaşımın. Menne inanımın şulay. Allah-u Teala bizim yolumuzni aça va yaba. Süyse yaba, süyse aça. Şulay hal bizge buyurganmızsa şulay yol, şu yolunu görmege, şulay bizge Allah-u Teala rahmusun görsete. Hali men so'ramoqchi suyman bizga qarayganlarga sizin so'rovlaringiz bormisa qo'llaringizni ko'tarib siz bilasiz funksiya bor Bekmurzo Atayev so'rov bermay suya men sizga berayim ixtiyor söylemege qaydan siz aytыңыз va so'rovingizni beringiz yag'iz mikrofoningizni hali уже Бекмурза, ждем, когда вы включите микрофон.
Если у кого-то еще тоже есть вопросы, вы сразу обозначите, что вы хотите задать вопрос. Если что, я постараюсь услышать, увидеть. Бекмурза стесняется, что ли, или не получается технически, я не знаю. Еще у кого есть, может быть, вопрос? У нас на самом деле гости из разных вообще концов планеты периодически появляются. Кто-то со Швеции, есть вот с Германии, я вижу, слушают тоже люди. А пока они формулируют свое желание задать вопрос, я хотел бы задать вам свой вопрос еще один. Касательно духовно-нравственного воспитания молодежи через спорт и через искусство. Вы как это видите в своей работе? Как вы это делаете? Может быть, какие-то приемы у вас есть? Микаэл Агай, после этого вопроса тогда вы зададите. Не знаю, мне тяжело так, потому что... Если коротко, как вы это видите просто? Я как вижу, я просто стараюсь научить своих детей. Они, здесь разного вероисповедания. Etmedin, yağılmagan bu. Bekmurza, söyleyiz. Sorunu vermeye istiyor musunuz? Suya biz efirge çıkıp olmayı duradım. Yaray mı söylemek? Yaray, aytığız öyle, aytığız hali. Siz böldünüz. Yaray. Assalamu alaikum, geç yaxşı bolsun. Qarauçular barığızda Jamal, Bekmurza Atayev, Богатыревка, рыбное хозяйство, чистые пруды, отдыхающая зона. Siz gelgensiz Jamal meni üstüme. Bek arı şat bulduk. Abdulkadir Atayev da, menne Bekmurza Atayev da, Mikail da, barımızda jıyılıp meni addıkayış sonumuzda siz bolduğuz. Allahu Teala sağlık versin barığızga da. Men sizge bek ör darajalar ya Allahu Teala'dan tileymen. Siz bek arı üstünlükle de çıkkansız. Siz göresiz, özünüz Moskvadasız. Her yerde bizim özümüzün qarauçularımız da var, bari da tınlay. Men söyledim şulay. Sizin bilingen adamlar yaxşı alamatlarımdan özünü siz görsetken özünüzün dünyalıkta pahmuğuzunu qalğallağa da öğretesiz, bildiresiz. Şu darajalarında başka gelecek yaşlara da vermeye, amal etmeye. Bir daha самый главный вопросum şu mınna hali Лучник'te tınlap tıra bizim Джамаловuz, который он проводил Богатыревка, aytasız şu alanı çıyılma gerek, etilme gerek. Men söyledim, abidinit etip, hatta bir yılla bir kere cıyılıp, atlarda çabagan kuylar, şu okmunan atagan kuylar, şu bar da zatını Jamal sen görük ettin, neçik koller kurganımız, begavay darışkalar etkenimiz, kirineyen yerler, balık tutagan yerler. Men söyledim, şu bizim umuk halkımız cıyılıp, әрі уединит etip, şu işlerini yaxşı yollağa salmağa gelecekte şu yaşağımızda. Конечно, mağa biraz kıyım boldu, yalnız etmeye düştü şu zatlanın barına. Bugünkü esmegele hali Abdülkadir de geldi, siz de geldiğiniz, siz neçik göresiz şolay gelsek, cıyılsak, bir yerde görsetsek özümüzün halkımızın, özümüzün başarılılığımızın sizin ör derecelara yetişken kuyuğunuzun halk arada da şunu bizge de yolga salsağız şu zatlanı neçik göresiz siz Jamal? Şolay cevap veremen sizge yarayımızda sual. Barakallah Bekmurza, әрі taklif bergensiz. Бекмурза, ассаламу алейкум. Да, очень мне понравилось тоже у вас. Аллах Бурса, конечно, если что-то такое интересное затеивается, то надо обязательно прийти. Тем более места у вас очень красивые, хорошие. Мне очень понравилось.
Я тоже К сожалению, встряну, не может всегда быть. получается, потому что я работаю педагогом в школе и не могу как бы отлучиться так. Но вот летний период, я говорю, с июля, летний период я бываю, я бы с удовольствием поддержал бы, приехал бы, чем могу. Маленький человек, чем может как-то побыть, Я немножко встряну, да, принять ваше гостеприимство. в эту историю, как Бекмырза ағай, бек әру таклиф бергенсіз сіз. Аллах разы болсын. Sizin olay площадкаңыз бар мұса, бұлай адамланы жимаға да мен ойлашам күйде яқшы болар еді, шулай ярышларда етіп, Жамалын да чақырып, башқа клубларын да чақырып, шулай bir çaralar ötkürmeyi yaray planlarda kurup, onunla Sultanmut fond da var, olağa da taklif deyip, İbrahim Ağay özü Sultanmut fonddan. Onu bilen bir çelakır etip, yaray oylaşmağa, bulay sazidательный, yaşlağa, cahillege, gelegen nasulağa, ullağa, bulay arı faydalı çaralar ötkürmeye deyip oylaşamam. Hali Mikail Ağay, sizge bereyik söz, berigіз. Şu hali bir zat aytып koyayım, yarayımsa, yaşauın içine bardı zatқа преуспевать etip olmay, Allahu Teala bizge bergenmisa, şu neçe aytayım, tabiatını, bizim özümüzünü bolagan başarılı zatlarımızını bardı halkka da, конечно, может, это и не сопоставимо на сегодняшний день, но эти, если стремления, цели, бери большие цели и не промахнешься до этого. Ну, айтағаным, şu шағырын түбіне де дүрмен, имея такую площадку, такую платформу, я пригласил вот Джамал, вот этого Махтибекова, это лучник. Потом сам Абдулкадыр тоже не раз приезжал, у меня был. Плюс ислам. Надыр Султан отозвался и сказал, обязательно мы выедем, говорит, на место сюда, орысча айтып кояйым, biraz более, так, знаешь, мне легче свои мысли. И в этом, я думаю, нам помогут наши старшие братья и младшие. Почему? Потому что сегодня электроника и все эти инновационные программы, они очень вперед пошли. И я думаю, вот даже мы вот так сидя дома, мы можем спокойно разговаривать, находясь в разных планетах, разных государствах. Вот как Бозгит Атаев возьмите, Муслима нашего спортсмена возьмите. Возьмите сегодня Джамала, который учит молодых, которые завтра они будут иметь на наших площадках вот такие формы, которые могут предоставить не то что своей республике, всему миру, которые могут в дальнейшем развивать вот такие формы. То есть люди могут приезжать, отдыхать, получать, наслаждаться, а это очень богоугодное дело. Аллаху Таала түзлесін, Джамал Азамат Акишев маға сөз берген. Көп сау болуңыз, баракалла. И айтма сүйемен, сізге кечегіз күніңізде яқшы болсын. Я с вами не прощаюсь, говорю в эфире не могу, потому что другие тоже хотят говорить. И айтағаным, эсен-аман, я Алла, саулық, саламатының бір-бірінің үстіне етішіп, ортақчылық etmege her bir işimizге Аллаху Таала насип берсін. Аллах разы болсын. Я даже перед тем, как Микаил Агай задаст свой вопрос, хочу просто здесь коротко здесь то, что пишут люди, сказать. Исходя из регалий Джамал Агая, не ожидал, что он будет таким простым человеком. Уважение Агаю. Вот такой вот человек пишет. Потом очень интересный человек, приятно слушать, Амина пишет. А еще один вопрос будет, но после того, как Микаил Агай задаст свой. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен сұрау бермесімеймен, мен баракалла білдірмесеймен Жамалға, біздің инішімізге, мен ұшу сандағына анимация дегенне, бұл Китайда бірінші ерін алғанна, мен білмейдім бұл құмық екенні түрк миллетке. Бізге башқалық жоқ, біз түрк миллетімізді. Жамал, Алла разы болсын, сен
tilini de unutmağınsan mevsimiyle yaşlarında biledir azmaz müsaade edip parça. Komukça başkalık yok Türkçe. Sana razılığımı bildirmesem ben Halil ученикіммен онда ушусам да санитарым коде мордовойым занимался, не созерцанием, да. Сağ şu bildirmeseme razılığımı sen okudum bulamız. Sağ olun. Allah razı olsun. Senin uvalar Allah olsun. razı olsun. Көп сау бол, Михаил. Баракалла Михаил Агай. И вот сразу же вопрос из Атланаула. Джамал, какие у тебя ассоциации, воспоминания, эмоции, связанные с Атланаулом? Атланаулом. Мы раньше Атланаул называли Атлантидой. Атлантик Сити. Только положительные, потому что я очень хорошо знаю отца Ибрагима Агая, вот, маму, мы очень близко общались, мы даже на Иттикаф оставались в мечети там на Рамазан, в детстве, ну, все юношество там прошло, очень много чего связано было, когда бы даже, помню, Махтибек Агай была мастерская в городе Буйнакске. Мы там с Ибрагимом там что-то работали, там, ну, очень много всего. Ну, настолько близко знакомые, и это село для меня, оно практически как родное. И часто, ну, это лето мне не удалось приехать в гости, а так мы обязательно встречаемся с ночевкой, стреляем, как и выезжая там в окрестности. Так что Атланаул для меня только, ну, я только, знаете, только положительные эмоции, теплые, только такие чувства вызывает во мне. Машаллах. У кого-то, может быть, есть еще вопросы? Не стесняйтесь, пожалуйста. Мы здесь без галстуков сидим, общаемся. Можно на кумыкском, можно на русском, можно на английском я переведу. Наверное, не нужно даже переводить Джамала. А пока они задают вопрос, я хочу узнать. А вот традиционно у всех у нас фамилии заканчиваются на ов, ев. Это классика жанра. Ну, это с вхождением кумыков и дагестанов в состав России. Мы, естественно, живем вот в этом общем пространстве, и у нас фамилии все вот на ов, ев заканчиваются. У вас же это ваша фамилия, она в паспорте так прописана, или же вы себя так позиционируете? Нет, в паспорте прописано. Я как бы интересовался этим вопросом, почему так сложилось, но такого конкретного ответа я не получил. Но я так понимаю, из моих, наверное, дедушка, может быть, с отцовской стороны, с отца стороны, они в хадж сходили и были хаджи-герей. Как-то так называли, наверное, как вот, ну, как-то так, что ли. Как оно так фамилия, и такую именно получилось. Некоторые говорят, что это, мама говорит, что это могла быть ошибкой, допущенной в паспортном столе тогда. И вот так оно вот пошло. Почему не Ажигиреев, вот не знаю почему. Но вот одна из версий, что это была вот некой ошибкой, но вот она вот так закрепилась и пошла. Ну вот, скорее допустим, всего, у крымских татар у них отпадает эта буква АХ, мягкая, да, которая арабизм, да, и вот в именах у них это исчезает, то есть, допустим, Хасан, у них будет Асан, просто пишут Асан, и ты знаешь, что это производное от арабского Хасан. А вот у вас Ажи, и у нас покойный, Аллах рахмат этим, Мурат Аджи был, он тоже, это та же самая фамилия, по факту, как бы одни и те же корни имеет, мне кажется, вот Хаджи. А Мурат Аджи, у него тоже Х отпало? У него тоже отпало, у него было просто, у него предки были Аджиевы на русский манер, он взял фамилию, как я понимаю, Аджи, а вот спереди не было, это буква Х, Х не записано было Аджи. Вот, и Аджиевых немало. Может быть, это тоже так же, вот, может, в паспортном столе кто-то вот сидел, вот из таких соображений взял, так записал. Ну, навряд ли, мне кажется. Это просто, наверное, как люди слышали, так и говорили, наверное, говорили. Да, может быть так. А может, так оно в действительности и было, то вот именно такая фамилия. Поэтому
Я, к сожалению, вот не могу вам вот точно ответить, почему так произошло. Здесь вот Фатима Казакова пыталась поднять руку. Вы можете, Фатима, включить микрофон и задать вопрос? Либо это была ошибка. Вот мне интересно просто. Иногда бывает, что гости приходят и по случайности нажимают. Фатима, мы ждем вас. Тут я сейчас знаю то, что я так понял, раз Фатима постеснялась. Давайте дадим слово Джамалу. Вот знаете, я сейчас что хочу сказать. Вот перед тем, как мы Джамалу дадим слово, нам всем можно вот так сейчас сесть и мысленно загадать желание, потому что у нас два Джамала здесь, и мы такие можем что угодно пожелать. Слышно, слышно. Давайте. Добрый вечер. Добрый. После Бекмурза Атаева, конечно, у меня не хватит даже столько слов. Такое восприятие, такое, как сказать, искреннее приглашение было. Ну, я так поняла, приглашают только мужскую часть населения наших кумыков. Нет, у меня не вопрос, у меня пожелание. Мы действительно очень гордимся нашим Джамалом, смотрим его достижения. И вот так вот увидеть его воочию, пусть даже в прямом эфире через экран, это очень приятно. Гордимся тем, что вы еще неплохо рисуете, вернее, отлично рисуете. Это так приятно на самом деле. Я в Инстаграме просматриваю ваши рисунки. Ну, берет гордость за человека из своего народа. Мы вообще такие кумыки, хотя нас упрекают в том, что мы любим свою национальность, ну, это есть у всех, это у нас не отнять. Так что, Джамал, мы гордимся вами, вы знаете это. Где бы вы ни находились, мы действительно от души желаем вам всего хорошего. Хотелось бы, я тоже проживаю в Москве, хотелось бы увидеть вас всех, как-нибудь организовать. В феврале у нас будет праздник кумыкского, вернее, праздник языка обычно проводится. Помню, 2 года назад, до пандемии, этот праздник был. Но если наша молодежь МКУ Кумыки организует, я бы с удовольствием пришла. Азамат, наверное, тоже должен как-то включиться в это будет. И хотели бы, наверное, вас там увидеть. Я, Аллах Бурса, постараюсь. Вот было одно мероприятие, я, к сожалению, не мог его посетить, меня приглашали, но там не помню, как человека, он организовывал это. Он, по-моему, с Чечено-Ингушетии. А что за мероприятие было? Тоже было в Москве какое-то мероприятие, но это до пандемии, года 4 назад. Как-то мне не удалось посетить. То ли выставка была художника, то ли как-то... Ну, нет, если сейчас организуете, я Аллах восхищены вашими картинами. А если вы где-то выставляетесь, мы бы сходили. Не, я нигде не выставляю. У меня должна была быть выставка по арабской каллиграфии в Махачкале в летом, в августе месяце, но она сорвалась из-за вот пандемии как раз. А так не выставляю, только в Инстаграм, в соцсетях и все. Ну, если вы так надумаете, дайте нам всем знать, мы поддержим тех, кто проживает в Москве. Обычно москвичи друг друга поддерживают, оказаться не на родине, как-то так получается, что... Вы видите, я демонстрирую экран сейчас, видно вообще картины, работы? Конечно, я вижу в Инстаграме, я подписана на Джамала, очень интересные, очень реалистичные, мне очень нравится. Спасибо, наверное, на очереди еще люди. Спасибо. Приятно было вас увидеть. Вам спасибо, Фатима. Спасибо огромное. Всего хорошего. Спасибо большое. Вот, Джамал Агай, вам слово тогда. Давайте, тезка. Тут мы пока желания все загадываем оптом. А вы можете, Джамал Агай Ажигирей, выключите свой микрофон, а то у него сильно фонит, когда он говорит. Мне выключить? Да, вам выключить, а Джамал Махтибеков будет говорить. Потом включите, когда будете отвечать.
Ассалаумалейкум рахматуллахи ва баракату барыңызға да, тыңлаушылар. Жамал саға да бір керен салам, Азаматқа да салам, барыңызға да. Мен біріншілей Бекмырза ағайымызға жауап бермесі едім, берілген шақыруға. Аллах бұйырса, біздің яқтан болаған ішін етербіз. Шонна ярышлар бұйыл өткері жақпыз, Аллах бұйырса. Шо іш арық туылынып біріксе, шоны yıldan yılga etmege yaray östüre turup Respublikanskiyden son bijnotuna da çıkartıp bola. Allah buyursa şu işinde biz birçe koşalıp eterbiz. Şoğar koşulamın Allah buyursa. Sonra sözge koşulgan son Jamal kardeşime da айтмас едім. На русском скажу. Молодежь — это наше будущее. И хотелось обратить внимание на одну из их проблем. Это поиск себя. Вот ты, как никто другой, можешь подсказать, что поиск себя через разные увлечения, искать ключ через разные двери. Вот какие ты дашь рекомендации нашей молодежи? Вот как им поступать, как найти себя? Баракаллах. Копсавол, Ямал. Сказать, что я сам себя нашел, вопрос большой. Я скажу, что, наверное, надо просто трудиться и, не покладая рук, стремиться к своей мечте, осуществлять. Не все зависит от того, там, есть у тебя материальное положение, даже это в меньшей степени. Средства для этого, они сами образуются. Это вот как бы, вот я вот каждый раз говорил, когда есть запрос к этому миру, да, он всегда откликается, он всегда тебя поддерживает. Я вот это чувствовал во всех своих начинаниях. Не знаю, как бы, насчет вот как бы слова найти себя, да, вот надо вот как-то вот подумать вот для меня самого, да, вот, и, может быть, оно кому-то ясно. Я бы сказал бы, что вот просто надо себя развивать себя, пробовать в разных направлениях, слушать себя, не сдаваться. Потому что очень многие люди сдаются при первых сложностях. Мир такой, что он во все наши начинания он завлекает вначале. Потом, когда мы туда уже вошли, начинают создаваться какие-то трудности. Или то дело, которое мы делаем, оно начинает превращаться какое-то в обыденное. И надо вот эти моменты просто перейти. Надо набраться терпения, перейти и продолжать работать. И еще скажу такую важную вещь, вот как для меня, я для себя, наверное, все слушатели, наверное, тоже, наверное, согласятся, хотя, здесь согласие, конечно, к тому, что когда мы делаем что-то, которое нам нравится, для этого всегда найдется время. Никаких помех в этом нету. Когда я выступал, когда я женился, мне многие говорят, все, там у него семья там и всякое такое. На самом деле нет никаких преград. Ничего, наоборот, семья тебе в этот момент поможет, твои близкие помогут в этих всех трудностях, которые мы там переживаем, есть и в них и легкость, мы там учимся, в этом есть, наверное, и та сладость, которую мы, та пенка, которую мы получаем в конце концов. Просто надо не сдаваться, часто я на своих ошибках знаю, нельзя вот какие-то свои идеи, что-то какое-то внутри, которое тебя зреет, нечто такое, стремление к какой-то мечте, и не продешевить, не променять это на что-то другое. У меня такие ошибки есть, я знаю, где мог бы я совсем по-другому поступить, где, может быть, ты не то, что ты как-то в противоречие идешь со своей совестью, это не совесть, это больше как бы выбор некий, да, ты делаешь либо в одну, либо в другую сторону. На это, наверное, и дается жизнь, чтобы ошибившись, потом в следующий раз поступить более правильно. Уметь выбирать все-таки то, что именно тебе нужно, а не нужно кому-то. Потом я еще думаю, что очень важно понять, что мы на этот свет родились,
и жизнь, она скоротечна, а на нас очень сильно влияет общественное мнение, мы боимся, оно зачастую не всегда оно верное. И опять-таки я не говорю не о тех, допустим, вещах, когда мы уважение к старшему там, или вот какие-то такие адаты наши, не это имею в виду, когда мнение чужих людей, оно может разрушить твою мечту, какие-то твои желания, которые ты мог бы там ты сделать в этой жизни, что-то такое серьезное. Вот. Хочу сказать, чтобы вот молодые этого не боялись, делали, поступали, как бы не боясь ошибиться. Опять-таки я не говорю поступки, которые противоречат неким нравственным законам. Я не про эти ошибки говорю, а про ошибки, допустим, когда ты хочешь какое-то дело начать и боишься. Знаете, вот основатель фирмы Honda, он как говорил, откуда у него такой успех. Когда он давал лекцию, именно 99% у него, то есть он много раз обанкротился, терял свое имущество, потом вставал на ноги, шел дальше. Я думаю, надо как бы брать пример с таких людей. Не всегда удача и там какой-то успех сопутствует нам, и не всегда в этом польза и благо. Как бы так. Трудиться надо очень много. В плане именно над собой трудиться. И каждый день шаг за шагом что-то, да, потом выходишь к какой-то огромной цели. Спасибо, Джамал. Баракалла, Жамал. Şu айтылған сөздер бұлан барына да пайдаланмаға Аллах көмек етсін. Баракалла. Аминь. Я думаю, на вот этой позитивной, назидательной ноте мы сегодня завершаем свой эфир. Хотим прежде всего вас поблагодарить за то, что вы нашли в своем графике возможность и время с нами сегодня пообщаться, поговорить. Я тут смотрю, руки поднимают. Это мне что, дать им слово? Я думал уже закругляться. Если тут вот Азамат есть, если вы задаете сейчас вопрос, я крайний вопрос могу дать тоже. Сейчас теперь мы можем желание загадывать. Да, теперь и вы можете загадывать желание. Убежал куда-то Азамат. Азамат, выходите, нам желание не успели загадать. Да, не успели. А то как звезда промелькнули. Да. В общем, хорошо тогда. В общем, я вернусь к словам благодарности. На самом деле, не каждый день удается с такого уровня титулованным человеком иметь честь общаться. Благодарен за эту возможность. Спасибо, что вы вот так в простом диалоге с нами общались, простыми словами, напрямую были готовы, да, ответить на вопросы, на мои вопросы, ответить на вопросы нашей аудитории. Я надеюсь, что это не последний раз, когда мы встречаемся в рамках этого проекта или просто в рамках других проектов. Дай Аллах, чтобы у вас получалось по вашему направлению все то, что вы себя наметили, чтобы вот то искусство, которое вы развиваете, оно развивало в детях чуткость и правильное, позитивное отношение к миру, а также чтобы у вас внутренняя вот эта гармония была, чему вы научились, в принципе, этой гармонии, чтобы вы ее прививали в мире вокруг себя. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал, и до следующего раза ждем вас в четверг в 20:30. Да, Азамат, я тоже хочу сказать, что я не могу оставить так, не сказать слова благодарности вам и слушателям всем, потому что вот именно, знаете, вот иногда в этой жизни бывает, что я не умничаю, я говорю от души, ты находишься, как-то варишься в своем котле и порой начинаешь какие-то, не туда идти, в общем, да, вот пообщавшись с вами, я чувствую эту силу, которая идет от нашего народа, и вот это чувство ответственности, которое тебе, не важности, не гордости такой, который неправильный, да, а именно вот сообщение с вами, оно мне как бы заставляет теперь еще более ответственно подходить, потому что я говорю, иногда часто какие-то ошибки начинаешь в жизни допускать, теряешься в этот момент. Я думаю, что
Это так, не так легко идти по этому пути, и я очень благодарен, что вы пригласили меня на эту встречу. Аллах рази болсын. Аллах рази болсын. Я там, смотрите, вас попрошу единственное об одном одолжении. У нас есть вот пост, последний пост, где мы говорим о том, что начинается у нас эфир. Там остались 3 заданных вопроса, на которые мы не успели из-за регламента нашего временного их озвучить. Можно, пожалуйста, тогда вас попросить, как у вас будет возможность, Джамал Агай, ответить в этом посте нашим уважаемым слушателям. Всего доброго. Гечигиз яхши болсун. Görüşürüz. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.